Проект «Безопасная школа», вот, спасибо им большое. На 30-летие нашей школы как раз получился и наш праздник, и они приехали с подарками, огромными такими подарками, которые для развития нашей школы действительно играла роль. До этого они нам установили дополнительно видеокамеры, сделали специально в 4 специальных кабинетах, установили в классах, кабинетах камеры еще, кроме рекреации, коридоров. Что помогло? Вот, насчет видеокамеры хотела бы сказать, что действительно, когда у нас было в коридорах или там на территории школы, это мы просто смотрели за порядком детей во время перемены, безопасность их во время перемены была. А когда установили специальные кабинеты химии, биологии, физики, тогда уже начались, что хочу подчеркнуть, начали делать опыты по химии, например, по физике, эксперименты проводить, чтобы это было все заснято на камеру. Дети уже начали после уроков смотреть на себя, как они выглядели, как они выступали, начали уже следить за своей речью, внешний вид, как надо выступать перед камерой. Действительно, это помогло нам. Мы все теперь мероприятия такие открытые проводим вот в этих специализированных кабинетах. Интерактивные доски у нас в школе есть, 6 интерактивных досок, поэтому только вот не хватало только камер в кабинетах именно. Кроме этого, нам поставили безопасные двери. Тоже это большой плюс для малышей, особенно потому что в основном у нас на 1-м этаже занимаются, начальная школа занимается. Для них это действительно была безопасность. Мы как комплекс, у нас в составе входит 2 детских образовательных организации. Для них по проекту поступило сухие бассейны. Восторг и радость для детей во время зимнего периода, конечно, когда хочется побегать, попрыгать, тем более поплавать, так говоря. Вручение было в актовом зале, там было очень много школ, 30 школ было представителей, кроме других организаций. Вот те приборы, измерительные приборы, кварцевые лампы, вот это было в восторге. Что бы хотела я сказать, многие учителя, директора школ подходили, спрашивали, как вы попали в этот проект, а как можно получить эти кварцевые лампы, а как можно получить сушилки, например, для рук, и проекторы дополнительно. Поэтому спасибо проекту, действительно много пользы нам принесло. У нас, я так говорю, что материально-техническая база школы и так у нас хорошо оснащена, потому что руководитель, директор нашей школы, как бы этот вопрос очень щепетильно относится к нему. Действительно, каждый год что-то новое она делает для школы. И ваш проект еще дополнила нашу материально-техническую базу. Двери у нас же были массивные, плохо открывалась или наоборот закрывалась. Особенно безопасность малышей была. Двери действительно старшеклассники на дежурство вставали, открывали, детей запускали малышей, помогали им как-то безопасно, травму. И во время вот пожарной безопасности. Мягкую мебель, как вы говорите, разгрузочную такую комнату организовали для учащихся подготовительного класса, потому что действительно деткам сложность посидеть 45 минут, надо кому-то походить, попрыгать, полежать даже, и есть возможность. А для старшеклассников мы прям в нашей рекреации в холле сделали тоже креативную мебель, уголочек такой сделали, и, как бы сказать, действительно есть посидеть, подумать, поговорить на перемене. Мы даже многие вопросы решаем вот в этом месте, потому что мягкая мебель, она яркая очень, и особенно для детей, притягивает. Для других школ я бы порекомендовала детские площадки на территории школы, потому что для старшеклассников отдельная площадка, это футбольное поле, там, баскетбол, волейбол, а вот именно для малышей. Детские площадки уличные, видеокамеры обязательно, и желательно в кабинетах для прохождения всяких мероприятий, чтобы это все отслеживалось. Что еще? Кварцевые лампы. Это действительно для всех, особенно в зимний период. Как это помогает? А потому что вот наши детки посидели, попрыгали в этом уголочке, ну в комнатке для подготовительного класса. После них, там же в классе по 35, по 36 детей, это еще мало. И после них мы обрабатываем, чтобы потом было безопасно. Дезинфекция, да. Безопасно было, чтобы...